Из далекой Словении на историческую родину в Хандагу. Такой путь преодолел Александр Смольянов. Он приехал, чтобы найти фотографии и письменные документы своего отца, ветерана Великой Отечественной войны, бывшего редактора газеты «Тампонский вестник» Ивана Смольянова. С подробностями Мария Винокурова. На историческую родину в Хандагу в поисках фотоархива, письменных документов ветерана Великой Отечественной войны, бывшего редактора газеты «Тампонский вестник» Ивана Александровича Смольянова из далекой Словении прибыл его сын Александр Смольянов. В Хандаге ветерана войны Ивана Александровича Смольянова и старый млад запомнили как человека в тельняшке, голубом берете, наградами, а на парадах обязательно с гармонию. Выпускник МГУ во время десятилетней работы в газете «Тампонский вестник» в любую командировку брал с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть все, от простых тружеников до новостроек, разведок месторождений. И даже выйдя на заслуженный отдых, снимал уже на видеокамеру все мероприятия поселка и улуса. Весь свой богатейший архив, историю Тампонского района в лицах Иван Смольянов передал музею в Хандаге. Папа передал около 1000 фотопленок за всю свою жизнь в Якутии, за 40 лет. И тот период, когда он был редактором здесь, 10 лет, он весь район объездил. Очень много фотографий, которые он сам публиковал, будучи редактором газеты. Очень много материалов у нас в семье хранится. То есть это тот богатейший материал, который я хотел просто-напросто представить людям. К сожалению, гостю из Словении, преодолевшему 1000 километров, не удалось найти ни писем, а их было передано около 1500, ни фотопленок, из которых планировалось создать выставку к предстоящим юбилеям райцентра и Хандагской средней школы. Но сын ветерана надеется, что, может, все же удастся их найти. Во время приезда Александр встретился с учащимися родной школы и показал документальный фильм о своем деде Александре Ивановиче. Более полувека он считался пропавшим без вести, но в 2010 году силами поисковиков из Германии его имя было найдено среди погибших военнопленных в концентрационном лагере Эркен. Наш земляк съездил в город Фарингостов, чтобы поклониться к мемориалу, где захоронены свыше 3 десятков замученных советских солдат. После создания фильма Александр незамедлительно выехал в Хандагу, чтобы почтить память отца и всех ветеранов, отстоявших мирное небо над головой. Мария Винокурова, Джолстан Толстяков, НВК Саха, Хандага.